Так, ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Reality. Сегодня 14 сентября 2021 года, 21:00 по Берлину и 22:00, соответственно, по Джохару. Приветствую вас, друзья. Давно не виделись и не слышались, но если не считать последнего стрима, который был с Хусейном. Нашего такого стрима, моего одного стрима, давно не было. Приветствую. Так, Амир Исраила, ва алейкум ассалам, Амир Аслан, Млорс, Машвойль, ва алейкум салам, Амзат Гилаев, Чинхо, ва алейкум ассалам, Аслан Машвойль, Чинхо, говорит, ва алейкум салам, Дейлир салам Машалхуйль, Масарга неуловимый Джо, Хо Машвойль, Ше Верга Машвойль. Так, собираемся потихоньку. Давно не было меня, и, наверное, поэтому и собираемся так вяло. Плюс это может быть связано с тем, что вас отписывают. Вот стоит 44 лайка, и где-то сколько было, 17 или 14 только тех, кто хочет увидеть это видео, ожидают это видео. Поэтому есть подозрение, что отписывают. Мне просто некоторые мои друзья, знакомые сообщают, что их отписывали. Хотя, как вы заметили, канал снова развивается, и это произошло после того, как Байден встретился с Путиным. Помните, Байден сказал не лезть в интернете в таких-то отраслях. Так, мы начали снова зависать. Сейчас мы быстренько переключимся. Сейчас, одну минутку. Все исправим. Так, все. Все, поехали. Так, Машволь, Грет Грут. Ашалгель, Грет Грут. Зурабу. Аслан, на вопросительные знаки ответь на Facebook. В принципе, отвечаю практически всегда в Facebook. У меня просто там два аккаунта. Один заканчивается на такую В, другой заканчивается на W. Вот мой основной, это который на W. В описании я там и указал, что это мой основной аккаунт. Тот я давно уже не заходил, потому что на этом давно не банили. Как только забанят, обязательно зайду и на тот. Поэтому пишите на тот. Так, Эд Мамедов, салам, Эд, приветствую. Ибраим Машвойль. Нормально, алейкум ассалам. Мухаммад Технологи Инновацион. Салам алейкум, свободомыслящим. Алейкум ассалам, Мухаммад. Салам всем свободным людям. Это говорит. Так, салам. Всем салам. Так, сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, как обычно. И хотел бы вот затронуть тему, которая связана вот с превью. Мне поступает информация из достоверных источников, что на Гезмахмаева, того самого бывшего экс-сотрудника спецназовца 2-го полка имени Ахмада Кадырова, и на меня, и наши семьи готовится покушение. И, скорее всего, как получится, но лучше всего это должно произойти как несчастный случай. Я бы хотел обратиться к ФСБ, к товарищу Бортникову и его подчиненному Игорю Хвостикову, которого мы вот так нехорошо вышвырнули из нашей Чеченской Республики Ичкерия. Хотя следовало бы его
вышвырнуть раньше, но как смогли, так вышвырнули. Теперь этот мерзавец, преступник, находится в Казани, он переведен в Татарстан, и через несколько месяцев, как он был туда переведен, произошло нападение в Татарстане на школу. Это говорит о том, что террорист Бортников и Хвостиков продолжает свое кровавое дело уже в Татарстане. Так, сейчас я вам найду видео. Если вы помните, это произошло... Сейчас, одну минутку. Это произошло в мае. Сейчас, одну минутку. Так, одну минутку. Вот оно, это видео. Я вам его сейчас покажу. Так, сейчас, одну минутку. Так, террористический акт в Казани, когда в школу вошел преступник, произошел 11 мая 2021 года. Как известно, террорист Игорь Хвостиков был переведен из Чеченской Республики в Татарстан во второй половине 2020 года. В 2017 году, как известно, террористы из ФСБ по Чеченской Республике предоставили информацию второму полку имени Ахмада Кадырова, расположенному в Старопромысловском районе. И не только им. В эти дни, конец 2016 года, это декабрь, январь, начало 2017 года, по Чеченской Республике были задержаны несколько сот молодых людей. 100 человек из них были казнены, по нашим данным, по данным Human Rights Center Ичкерия. По данным Новой газете, фамилии им удалось установить казненных 27 человек. Непосредственным свидетелем преступления Гезмахмаев стал 13 человек. И как мы знаем, Гезмахмаев сообщил об этом международным правозащитным организациям, благодаря чему сейчас убийства во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия сошли практически на нет. И это значит, что ФСБ затаилась. Именно потому, что удар был нанесен по ФСБ, именно поэтому ФСБшники пока перестали убивать людей. То же самое произошло в 1999 году, когда в теракты ФСБ, проводимые ФСБ в Рязани, были задержаны 3 сотрудника ФСБ, 2 мужчины и 1 женщина. И после этого взрывы домов в России прекратились. Сейчас то же самое, сейчас залегли на дно. Самого Игоря Хвостикова, главаря этой банды, перевели в Татарстан, как я сказал. И через несколько месяцев, 11 мая, произошел террористический акт уже в Казани. Когда сумасшедший представлялся Богом, или голоса от Бога слышал, и просто начал расстреливать людей. Приблизительно то же самое по отношению к легко внушаемым людям происходило во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. В этом плане Чеченская Республика, чеченская нация, пережившая геноцид, была очень хорошим, удобным таким полигоном, где можно было вербовать людей именно вот на такие акции, которые люди идут на самопожертвование. Потому что тех невероятных пыток, той невероятной по жестокости, несправедливости, которая была оказана на чеченцев, на чеченскую нацию, на глазах всего мира, когда весь мир закрывал глаза и делал вид, что так и должно быть, и что мы все чеченцы террористы, там легко найти людей, которые готовы расстаться с жизнью ради того, чтобы хоть как-то восстановить справедливость.
Ну и когда есть хорошие наставники в кавычках, конечно же, которые направляют этих полуумных людей, то можно направить вот это восстановление справедливости, и можно объяснить, что для резонанса это должна быть школа или какой-нибудь рынок или еще что-то, что это будет более полезно, чем если будет уничтожен, например, тот же Игорь Хвостиков или другие какие-нибудь кровавые преступники. И они направляют эту энергию, которая накапливается в отдельно взятом человеке, направляют ее против граждан для того, чтобы потом получать с Москвы новые деньги, новые бюджеты пилить, ну и, соответственно, получать звездочки и погоны. То есть делать тот самый результат, на котором русская военщина и ФСБ очень успешно делает себе карьеру, зарабатывает на нашей с вами крови, дорогие чеченцы. Зарабатывают они себе на жизнь, кормят своих женщин, детей, жен, матерей и так далее. И вот тогда, в 2017 году, были казнены около 100 человек, доказано пофамильно 27 человек, около 10 человек тоже должны были быть казнены, но благодаря личному мужеству Бизмахмаева эти люди, хоть и не освобождены, получили большие сроки, что их упрятали далеко, чтобы они не могли давать показания, не выехали за границу, не стали свидетелями этого крупного, можно сказать, единственного уголовного процесса, судебного процесса, который предстоит в ближайшее время. И обязательно Игорь Хвостиков будет главным фигурантом в этом деле, наравне с непосредственно исполнителями, которые там были. Будет и Игорь Хвостиков. И вот им тогда удалось спасти около 10 человек. Тогда вы помните, когда было начато вот это разбирательство, с Москвы были направлены правоохранители, комиссия специальная, международная комиссия, как известно, 16 государств, которые подписали меморандум о включении их в так называемый московский механизм, эти страны, представители от этих стран, за мониторингом за правами человека во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. И вот благодаря этому удалось тогда этих 10 человек не казнили. И если вы помните, Аюб Титиев, представляющий мемориал в Чеченской Республике, ему были подброшены 60-летний мужчина, которому были подброшены наркотики, и он отбыл 2 года лишения свободы. Был таким образом ФСБшниками наказан только лишь из-за того, что он выполнил свой гражданский долг и свои прямые правозащитные обязанности. Вот такая вот ситуация развивается. И вот я хотел бы обратиться к товарищу Бортникову и товарищу Хвостикову. Ваши фамилии известны, да, у вас очень сильная организация, вы очень долго убиваете людей, уже, наверное, 4-е и 5-е поколение вас, мерзавцев и подонков, которые убивают и русских, и нерусских, и всех, кого вам получается убить. Вы садисты, вы те самые террористы, которых вы называете других людей, целые нации называете так. И возмездие будет неминуемо. Лично, Игорь Хвостиков, тебе придется понести ответственность. И в этой жизни, и в следующей. Без сомнения. В Казани ты спрятался, поменяют тебе имя, и там документы сделают, засекретят тебя или переведут. Несмотря на это, ты лично, Хвостиков, до конца своей жизни будешь трястись. А когда-нибудь придет старость, даже если мы не сможем тебя вытащить сюда, в Европу, и доставить тебя в международный суд, рано или поздно придет старость, и ты будешь один, и в один прекрасный день к тебе постучатся чеченские правоохранители, которые рано или поздно тебя доставят, потому что ты уже засветился. Как бы ты ни пробовал спрятаться, как бы ты ни пробовал прикрываться кадыровцами, этими предателями, так получилось, что ты засветился. Не получилось у тебя так массово убивать людей.
и оставаться безнаказанным. Да? Ты засветился. И почему ФСБ стоит за этим делом? Я приведу только вот краткие несколько факты, которые есть у меня в распоряжении. Один из этих фактов заключается в том, что та информация, которая была предоставлена второму полку имени Ахмада Кадырова, была предоставлена о тех лицах, которых они подозревают там, исламизме, каратизме и так далее, была получена от ФСБ. Те фамилии, которые были, и были ими в списке указаны адреса, указаны именно ФСБ. И по этой информации отрабатывал эту информацию именно инструмент ФСБ, второй полк имени Ахмада Кадырова. Очень удобно прикрыться Ахмадом Кадыровым, когда ты реально являешься второй полк имени Бортникова или Хвостикова. На самом деле это было так. Затем этих молодых людей доставили в часть, их там пытали. Все это время, когда их пытали, туда приезжали сотрудники ФСБ. Некоторые из них были чеченцами по национальности, некоторыми не были чеченцами. Но эти люди очень долго допрашивали, находились и иногда оставались ночевать именно вот этому второму полку. Или допоздна работали, записывая показания тех, кого они пытали и так далее. Лепили дело, как говорится. Затем, после того, как было принято решение казнить этих людей, да, после того, как из них всю информацию выудили, нужно было отправить телефоны. И вот, и нужно было сделать так, сделано было следующим образом. Этих людей казнили, непосредственно кого вот определили для казни. Перед казнью их заставили подписать протокол о невыезде, да, постановление было подписано, что они отпускаются. И эти люди были казнены. Затем их телефоны были отправлены в Сирию, и уже из Сирии они начинали, оттуда с их телефонов начинали приходить смс-ки, что мы добрались до джихада и так далее, и так далее. Это очень удобно еще для того, чтобы внедрять своих людей под видом тех, кого казнили. Да, вот, например, да, Махмудов Махмуд, который, допустим, был казнен, да, выдуманное имя я произношу, которого казнят в Чеченской Республике, и похожего на него отправляют, или не очень похожего на него, отправляют сотрудника своего агента ГРУ, ФСБ в Сирию. С документами, куда вклеена фотография Махмуда Махмудова или этого человека. Данные все Махмуда Махмудова. И никто не говорит, что Махмуд Махмудов убит. Но зато в Сирии появляется группа людей, которые в розыске в России, которых задерживали, об этом писали родственники, сообщали и так далее, и так далее, и так далее. И этот человек говорит, для безопасности своих родственников я с ними на связь выходить не буду, я там сторонюсь, но я это вот Махмудов Махмуд, говорит, допустим, сотрудник российской какой-нибудь спецслужбы. И таким образом там уже в Сирии они могут вновь приехавших и других как угодно ими управлять, собирать информацию и так далее, и так далее. Это один из методов, который применяется вот этими Хвостиковыми и другими террористами и мерзавцами. Для того, чтобы перед тем, их как казнили, вот этот постановление, протокол, который им подписка о невыезде, точнее сказать, которая была им дана для подписи, была отправлена прямиком из ФСБ. Лица, которые должны быть казнены, были определены именно ФСБ. Именно они их определили как главарей, как амиров, как они их называют, и поэтому их казнили. Поэтому у меня нет ни малейшего сомнения, и, конечно же, в суде, Хвостиков, ты можешь прыгать, и вся ваша ФСБ может прыгать, и на ушах вниз головой стоять, но это уже в материалах дела, и ничего это уже убрать не может. Да? И абсолютно нам плевать, убьете вы нас, убьете вы всю нашу семью, нам глубоко плевать.
Мы никогда не отступим от правды. Никогда. И если вы преступники, и это будет доказано судом, вам придется это услышать в обязательном порядке. Так что вот так вот. Сейчас я вам покажу видео, где вот в Казани террорист, молодой человек, психически абсолютно ясно по его высказыванию, что это психически нездоровый человек, рассказывает, убивает людей в школе в Казани. Минутку внимания. Это задержание того самого террориста было, если вы помните, это событие казанцы в Татарстане, наверное, очень хорошо помнят этот случай. И это произошло буквально через несколько месяцев, когда террорист Хвостиков перебрался на новое место работы. Итак, поехали. Поехали к вашим комментариям. Почему-то стрим постоянно прерывается, и не только у тебя. Так. Хвостиков, начальник ФСБ Татарстана, говорит. Да, именно так. Так. Братья казахам салам, говорит. Так, Александр Хвостиков. Будь проклят на веки веков. Амин. Ури, ва алейкум ассалам. Шведско-норвежский шариат. ФСБ за мусульман. Да, ФСБ за мусульман, точно. Для своей выгоды. Так, аферист Шулер. Знаете ли вы Фархата из Норвегии? Да, конечно, знаю я Фархата. Фархат отличный парень и отличным чувством юмора. Так, я его часто смотрю, правда, в последнее время не удавалось так хорошенько посмотреть. Если вам нужно посмеяться, не смотрите ничего, кроме Фархата. Так, Эдем Грузинский, в то время Аслан Шелковской тоже, по-моему, задержали трое, двух убили, одного переломали, не удалось выкупить, точно не помню. Эдем Грузинский. Да, было такое, и не только в Шелковском, по всей республике было задержано несколько сот человек. Это была такая масштабная операция, и были казнены около 100 человек. Так. Ассаламу алейкум, аслам вежели ва алейкум, салам бейбарс маршвой. Так. Ассаламу алейкум, добрый вечер, друзья. Алейкум ассалам, адун машуойль. Так, я перемотаю, друзья, без обид. Так. Есть маленькая мечта у меня, станцевать лезгинку на пузе Трошева. На Казанцева уже станцевал. Да. Кстати говоря, недавно Казанцев представился. Этот Боров пошел отвечать за свои грехи. Так, Ичкерия Форева. Салам, Машалду, всем приветствую. Аснам Баркал за участие на форуме с нашей извечной русско-чеченской проблемой. Снимаю шляпу и на Андрея Хусейн Баркала за ваш труд. Делер Салам, Машалду, Ичкерия Форева. Это было несложно, наоборот, это было очень увлекательно и интересно. И было бы плохо, если бы они нам сразу бы предоставили бы там все возможности. И, кстати говоря, первый раз обо мне написал Кавказ-центр. Вот этот фашистский, античеченский, вражеский чеченскому народу, вот этот сайт Кавказ-центр, который, конечно же, не упомянул мое имя, хотя своих дружков Тузика, агента
российских спецслужб Тумсо Абдурахманова и Рус Адат, и сына Янгулбаева, сына Верховного судьи Чеченской Республики, они часто там указывают, упоминают и так далее. Так вот, они сказали, что мы демократы, и нас там так обидели, и что демократия наша религия. Конечно же, Кавказ-центр и вот этот мерзавец, который, прикрываясь исламом, матерится как сапожник, конечно же, было бы странно не ложь и правду слышать от этих якобы мусульман, да, притворяющихся мусульманами. Моя религия ислам, и мое государственное устройство демократическое, которое создал не я, и не Удугов, и не вот этот, как его имя всегда забываю, этого мерзавца, не вы. Создали его люди намного достойнее вас, и вы, проходимцы, оказались рядом с ними, которые сделали так, что наш чеченский народ пролил огромное количество крови, которое можно было бы не проливать, по крайней мере, в Сирии, куда вы зазывали людей, а сами почему-то остались тут. Махди для вас не должен был прийти, да? И наше государство демократическое, в соответствии с Конституцией, которую тогда наш народ избрал этот путь, вот именно этим народом мы идем. Другого государства у нас нет и не будет. Ну, если не произойдет какое-нибудь волеизъявление народа, будет подготовлен народ, и мы не изберем коммунистическую или другую форму правления. Какую захочет. Пока на сегодняшний день демократическая. И это не религия, это форма управления нашего государства, где, я так понимаю, вы жить не собираетесь. Ну, или, по крайней мере, нам жить не давать вы собираетесь. Поэтому вы в прошлом, и вы будете за это очень сильно переживать. У меня тоже прерывается видео, походу шакалы работают. Возможно, да. Так, Трошева червя сажали уже только на костях. Ну да, Троша ведь умер, точно, ты правильно говоришь. То есть Табах хорошо выступил на форуме. Да, Табах очень хорошо выступил на форуме, как обычно, в принципе. Но началась новая волна нападков на Табаха, что он является российским агентом. Только лишь из-за того, что он топит за Трампа. Я пытался всячески выудить информацию, но в чем еще может быть обвинение Табаха? Обвинение Табаха строилось только лишь на том, что он поддерживает Трампа. С таким успехом 10 миллионов или сколько там, 100 миллионов американцев тоже являются агентами России. И это еще только начало, друзья. Мы только разогревались. Все будет Ичкерия, Шех Дамадолшу. Маждада, как технично дали название Адат? Нет, чтобы хадис. Да, кстати. Они мимикрируют, когда им удобно, они меняются, как хамелеоны, когда им выгодно. Сейчас им надо, и они так обманывают, они так говорят, ну, нам надо говорить, там, Ичкерия надо говорить, нам надо демократия, говорить, мы их обманем, а потом мы придем к власти, захватим и так далее. Нет, этого не будет, друзья, не будет. Обманывать мы не будем никого. Если честно, то честно. Нет, то до свидания. Так. Нателла Сабурова. Негодяев, фашки. Честно, людей боялись. Народ ФСБшный, проклятый Богом и людьми. Так. Тузикмены в пролете. Нормально. Аслан на форме выглядел красавчик. Баркал. Кавказ-центр агенты, потому что все новости из леса у них были, говорит. Не понял, попробую сформулировать вопрос. Я вроде не говорил, что из-за того, что агенты, они из-за того, что у них сообщения, новости из леса. Ни в коем случае. Наоборот, благодаря тому, что и наш президент Масхадов, и Абдалхалин, и Докка Умаров, и Басаев, и другие
обращались и сообщали информацию через этот Кавказ-центр. Именно так они сделали себе имя. Ну а потом оказалось, что это не то, что было. И сейчас они так по инерции той славы, которую тогда им сделали наши великие воины, а человек, который заправляет, как мне говорят, Кавказ-центром Мовлади Удугов, изменил внешность, сделал пластическую операцию, находится где-то в неизвестном месте, может быть даже здесь в Европе, по другим данным в Турции, который объявлял первыми в 21 веке напасть на кафиров, и ему не нужны комбайны. Пользуется комбайнами, хлебами, которые этот комбайн добывает, и ничего, живет себе припеваючи. А всех наших президентов, к сожалению, уже нет. И вот они, да, делают очень классно. А так, если есть какой-то более такой вопрос, сформулируй, пожалуйста. Ичкеречке, ассаламу алейкум, Аллах дал сиду аля, ассаламу алейкум, ассалам, ичкеречке, дерес хуль бруда. Так, я забыл одно важное дело сделать перед началом своего стрима. Сейчас, одну минуточку, друзья. Хотел сказать, что так. Хотел сказать, Шаманов, говорит, осталось. Да, и до Шаманова тоже уже немножко осталось. Так. Так, добрый вечер всем соратникам, борцам с Империей Зла. Добрый вечер, приветствую тебя, Фриман. Ми плюс Асан Рашки 10 штук дали. Как ты думаешь, завтра еще могут дать? Рашки 10 штук дали. Как ты думаешь, завтра еще могут дать? Что 10 штук? Я не понял. Так, добрый вечер. Так. Адам Грузин, странно, все они, те, кто с ними контактировал, мертвы. Так, недавно слушал Костецкого «300 спартанцев». Мультик по сравнению с его рассказом, как один причиндаловый корабль на берег вытянул. Да, Алмула, Асан, Ичкерия на века. Да, Алмула, Хамза, да, Алмула. Как звали существо, которого... У Дугова в президенты баллотировался, говорит Бейбарс. Да, баллотировался. Да. У него была какая-то исламская партия, что ли, какая-то. Люди, чем меньше имеют близость с исламом, тем больше о нем говорят. Странно. Так. Слава брату. Так. Все ярые строители исламского государства сбежали перед Второй войной, бросив Масхадова, Басаева, Гилаева и других настоящих защитников чеченского народа. Да, да, именно так. Именно так. Сбежали и ус не дуют. И еще продолжает нагло, абсолютно нагло, беспардонно нам рассказывать, учить нас жить, куда идти, что делать, как молиться, как нам жить и так далее. Но я вижу, конечно же, и нашу вину в этом. Даже такую хорошую долю нашей вины в этом. Потому что ничего не делаем, наблюдаем, сторонимся и очень легко поддаемся на их ложь и пропаганду, к большому сожалению. Маждада, комбайны не нужны, работать не надо, цивилизация не нужна, будем нападать на неверных, удугов, сообщает Маждада. Так, Рене Дескартес, намаз читаешь ты, говорит. Рене, а ты скажи мне, а что кроме намаза еще делаешь ты, да, кроме того, чтобы мне объяснить? Ты веришь в Бога? Ты веришь в Аллаха?
Ты веришь, что с несправедливости нужно противостоять? Ты веришь, что когда убивают женщин, детей, казнят молодых людей только за то, что они молятся или высказывают свое недовольство против власти, обзывая их исламистами, каратистами, их казнят? Ты веришь, что нужно восстать против этого и хотя бы словом сказать? Ответь на этот вопрос. Хватит у тебя мужества восстать? Настолько ли ты веришь в Бога, чтобы отдать свою жизнь за это? Веришь ты в это? Давай, напиши мне, готов ли ты выйти вместе со мной и противостоять этому злу? Так, Джинхоя тут говорит. Аслан Лорс. Аслан, что ждать нам от форума «Свободная Россия»? Нет, форума «Свободная Россия», Аслан Лорс, больше не существует. Форум «Свободная Россия» с легкой руки Витаутаса Ландсбергиса превратился в форум «Паскудной России». И да, там были абсолютно отличные люди, посетители, участники, которые были. Не руководство этого форума, а кто там были. Я вот искренне, положа руку на сердце, могу сказать, там я встретил настоящих демократов, настоящих свободных людей, смелых, честных. И я с ними общаюсь, дружу с некоторыми из них. Большая часть была именно таких. И большая часть проголосовала за то, чтобы мы смогли выступить на этом форуме. И именно там нам было место. Именно вот русские демократы были позвать нас, и мы должны были сказать все, о чем мы думаем, что мы хотим сказать, и так далее, и так далее. Ну, Каспарова и других имперцев, и подхалимов имперцам не хватило духа, ну или не было команды от кураторов. И после этого, это очень хорошо, что мы туда поехали, я немного тогда расстроился, после того, как мы туда не попали, они отказали нам. Тютрин, Ванек, там один есть, и Данилка Константинов, это два русских фашиста и афериста, ну, это, по крайней мере, Тютрин, как и папаша, которого обвиняли в разных хищениях, крупных хищениях на страховых вот этих полисах, которым его папаша занимался. Вот эти люди сказали, что мы представляем угрозу, не просто нам отказали, сказали, что мы представляем угрозу для безопасности других участников. На самом деле, благодаря нам там больше безопасности было. Да? Но это не важно. Русский фашист был бы не русским фашистом, если бы он не лгал и не обвинял чеченцев в том, что кем они являются они сами на самом деле. И после того, как мы туда не попали, Витаутас Ландсбергис призывал не опускать этот форум до паскудства, что они с легкостью сделали. Но потом, вы не знаете, тоже не все знают, по крайней мере, что произошло потом. Потом со мной, с Адамом Дервишевым и Аминат Саиевой вышли представители форума «Свободной России». И тот человек, на самом деле, который, мне хочется верить, который был искренен и на самом деле боролся за нас. Там ведь не просто так они отказали, и никто не сказал слова. Да, там был человек, который за нас боролся. Так вот, он вышел на связь и нам сказал, что мы приглашаем вас, приходите, пожалуйста, на наш форум. На что ни один из нас, даже не совещаясь, не дал согласия, сказал: извините, мы вас, конечно, уважаем, но этот форум мы больше не посещаем. И все, после этого падение этого форума произошло с огромной скоростью. И может кому-то показаться, что мы слишком самоуверенные, там слишком мы много на себя берем и так далее, или там мы переоцениваем свои возможности. Но я скажу без ложной скромности, что там, где нет чеченцев, там нет свободы и настоящей правды, 100% правды. Поэтому теперь мы будем решать, куда мы идем. И когда мы туда приходим, мы сделаем так, чтобы вот этот форум и это место, куда приходим мы, вот оно будет заслуживать уважения
международного сообщества и других международных организаций. Теперь мы и так будем. Мы работали определенное время на нашу репутацию. Теперь у нас есть и друзья, которые нам верят, и у нас есть уже представление, в какую сторону нам идти и как делать дальнейшее. И я вам скажу, у нас все еще лучше, чем могло бы быть. Даже в моих таких очень хороших предположениях. Все отлично. Форум, экономический форум, который мы сейчас посетили, которые тоже с нами попробовали нас пригласить, но потом попытались сделать из нас статистов, чтобы мы не говорили. И да, мы вынуждены были немного привлекать внимание, хотя, конечно же, мы, как и положено, придерживались всех наших договоренностей, держались в рамках, которые нам позволяет и этикет, и правила этого форума. Поэтому все отлично на этом форуме. Могу сказать огромнейшую благодарность на этом экономическом последнем форуме Инне, Андрею, Табаху, Наталье Фогель, Ефиму Финштейну и, конечно же, мудрейшему человеку, на мой взгляд, Дэвиду Саттеру, который очень толково и правильно расставляет акценты во всем, что он говорит. Невероятно интересно именно вот Дэвида Саттера мне слушать приходится. Он мне в какой-то степени напоминает моего отца, который тоже медленно, размеренно говорит и очень потом выясняется, что очень мудрые вещи. Поэтому я уже иногда не подвергаю сомнению некоторые их тезисы. Поэтому отдельная благодарность Андрею Курочкину, который в моих глазах, когда вот дали панель, он рискует собой, он ставит себя под удар, и несомненно в его сторону сейчас будут лететь разные нехорошие камни, которые в него будут кидать. И мне он в моих глазах, он выглядел Андреем Дмитриевичем Сахаровым, который прорывал эту блокаду, который говорил об Ичкерии, несмотря ни на что. Там была Лукьянова, это видео выйдет завтра, наверное, или уже вышло на канале НЭП Прага. Лукьянова, еще один ГГБшник там, по всей видимости, был, который вместе с ней работает в свободном институте в Вильнюсе. Я не знаю, когда научатся люди не пускать этих людей к себе. Тут в Европе, имеется в виду, научатся их не пускать. Но она там ерзала, прямо она просто кипела, прям изливалась кипятком. Но был очень интересный момент после этого. Андрей гнул нашу линию, огромнейшая благодарность Андрею. И после вот дал мне слово, я начал долго рассказывать про этого Хвостикова, там, про этот террористический акт, который был. И никакой НЭП, ни правительство, ни коммерческая НКО, ни коммерческой организации, которые как бы якобы существуют в Чечне, говорить не приходится. Это абсолютно смешно. И мне хотелось вот этим примером им все рассказать подробно, приведя фамилии, даты, время, место, убийства, казни. Потому что это дело абсолютно полностью исследовано, и сейчас оно будет передано в суде, и у меня будет, и у нас у всех будет очередной козырь, где мы сможем доказывать, что у нас дома творится геноцид, убийство по этническому признаку. Вот когда мы вышли из этого, первый подошел ко мне этот русский, который сидит рядом с этой Лукьяновой, а я там назвал и бандой ФСБ, и Игоря Хвостика, ну, привел как надо. И вот уже на сковородке засуетились. И вот тот человек, который с этой Лукьяновой, а если вы помните, Лукьянов такой был, который ГКЧП, по-моему, да, когда Советский Союз разваливался, или это его дочь, который вот в заговоре был, сохранить. Ну, короче, элит. Тогда он был, и его дочь тоже, она притворяется профессором очень такой, и так далее. Ну, находится в научной среде, открыла институт там в Вильнюсе, свободный институт.
и так далее. И вот они бегали от нас. И когда мы говорили, когда Андрей говорил, что вот он даст слово, он будет говорить об Ичкерии, они бегали, они просто отказывались верить в то, что будет сейчас чеченцам предоставлено слово. Вот как нас боятся эти люди. Но после того, как все-таки все это произошло, они ушли со сцены, не дожидаясь окончания, да, буквально за несколько минут до окончания, ушли со сцены. И потом, когда уже у нас платформа, панель наша закончилась, я тоже уже вышел в коридор, или еще до коридора ко мне подошел вот этот русский, забыл его имя, который с этой Лукьяновой преподает там, или ведет разведку в Вильнюсе со своего этого института свободного, сказал: а вы с Москвы? Там, я говорю: да, с Москвы. А вы там какие-то две фамилии у меня называют. Вы с ними знакомы? Он мне говорит. Мы могли там видеться, он мне говорит. Ну, я говорю: если вы в Москве были, то вероятность такая есть, что мы могли видеться. А вот вы там знакомы, называют фамилии. Я говорю: нет, эти фамилии мне ничего не говорят, и ухожу от него. Видно, что люди хотят установить со мной контакт. Потому что они ужи на сковороде. Я только что назвал банду бандой, террористов террористами. И за это они понимают, что это очень им плохо и грозит им неприятности. Уже, как говорится, сперва было слово, и после этого слова, и после моей гибели это слово будет в 100 раз сильнее. Потому что я отдам свою жизнь за свои слова. И оно придаст еще большего значения тому, что я говорю. И потом я вышел, и Лев Гудков, вот этот генерал КГБ, который тоже там находился, он начал тоже делать мне знаки внимания. Я полностью проигнорировал, прошел мимо, зашел в другой зал. Там этот Лев Гудков обошел, это 2-метровый, выше меня ростом, по-моему, этот мужчина, генерал КГБ, как известно, ФСБ, который обошел полностью, прям встал передо мной, и вот, как я люблю делать, все будет Ичкерия, вот так поднял руку и сказал: да, прорвемся, что-то такое. Это было очень смешно наблюдать, потому что я видел, что со мной хотят установить контакт. Установление контакта с гибнюками – это полная дискредитация, которую я пытаюсь всячески избежать. Я 100 раз говорил, и еще раз повторяю, я далеко не идеальный человек или идеальный мусульманин, но этих порочащих связей у меня никогда не было и не будет. Да? Лучше быть кем угодно, чем иметь какие-либо контакты с КГБшниками. А бывших их, как известно, не бывает. Потом мы вышли и пили кофе, я чай пил, стоял. Ко мне подошла уже Лукьяненко, вот это Лукьянова, которая очень сильно была против того, чтобы мы выступали. И она таким, я не знаю, котенком она. Ее глаза стали в 2 раза больше, чем были. Она на меня так жалостно посмотрела и сказала: здравствуйте, извините, я бы хотела бы у вас спросить, вы общаетесь с диаспорой Литвы? Конечно, я общаюсь с литовцами, с латвийцами, латышами, с литовцами, с эстонцами и с огромным количеством людей. И я сказал: да, я, конечно, общаюсь. Да, я говорю, общаюсь. И она говорит: а вот вам говорить там имя. И произнесла одно имя, не буду его произносить. Чеченское имя, которое там представляет диаспору Литвы. Я сказал: нет, я с чеченцами в Литве не общаюсь, я общаюсь именно с литовцами, латышами, литовцами, с эстонцами. Вот с ними у меня есть общение, контакты, с ним нет. И отвернулся немножко, дал понять, что разговор окончен. И она, несолоно хлебавшись, тоже отошла от меня в сторону. Я так понимаю, они понимали, что нужно наладить со мной контакт, показать, что все-таки они не такие большие террористы из банды КГБ, ФСБ, которые хотят убить наши семьи, не только нас, но и наших детей и всех остальных. И мне нужно было с ними улыбаться и показать, что вот ничего у меня вражеского с ними нет. Нет!
у меня есть вражда с террористами любых мастей. Исламисты это, КГБисты это, КГБисты это, для меня не имеет значения. Наоборот, я считаю, КГБ это самая большая террористическая организация всех времен и народов. И пока она не будет осуждена, что бы этот мир ни делал, войны, теракты, дестабилизация, коронавирусы, новички, полонии и геноциды на этой земле не закончатся. Это 100%, это 100%, это уже не требует никаких доказательств. Поэтому банда КГБ, ФСБ должна быть осуждена. Она должна быть не рукопожатна нигде. Они должны быть раз и навсегда осуждены Международным уголовным судом. Что бы я хотел сказать про генерала КГБ Льва этого Гудкова. Как-то несколько, может, год, два, три назад я наткнулся на одну статью его сына Дмитрия Гудкова, который сейчас тоже находится здесь где-то за границей, как бы бежал от кровавого путинского режима. Я абсолютно в это не верю. Я не верю, что ни Гудков, ни другие могут бежать и жить спокойно. Если бы они бежали бы, и реально они бы выступали бы против этой власти, без сомнения они были бы убиты, как был убит Литвиненко и другие, кого они называют предателями. Потому что выход из их системы это 100% приговор, который они подписывают. Этот Дмитрий Гудков написал очень хорошую статью, но я ему, какой-то там пост у него в Фейсбуке, и я ему говорю: Дмитрий, я говорю, ты сын КГБ, ты сам КГБшник. Что-то мне тут, вот такого, немножко фамильярно. Я ему с обращением на ты, я ему пишу вот такой пост. Он мне такое сухо, выдержанно возражает на то, что я ему говорю, и говорит: я говорю, ты сын генерала КГБ, ты вообще куда лезешь? Вы опять хотите у КГБшников забрать власть и КГБшникам передать ее, да? Это вы хотите? На что он мне говорит, что его отец ушел полковником, и никакой он не генерал, говорит, это раз. И начинает перечислять возражения на другие мои тезисы, которые я ему там указываю, с которыми он не согласен. Через некоторое время я смотрю видео на канале Сотник, Александра Сотника, где Александр Сотник его представляет как генерала, и он рассказывает: да, я генерал КГБ, вот, и так далее, и так далее. Поэтому никуда Гудков, Лев Гудков, с поста не ушел, со своей службы, был подполковником, стал полковником, затем генералом, и сейчас спокойно представляется таким русским оппозиционером, которого преследует Путин там, и так далее, и так далее. Я всех международных наблюдателей, которые наблюдают за процессами, вычисляют вот этих разных гибнявых, которые здесь прикидываются разными оппозиционерами там, и так далее, противниками режима, призываю внимательно посмотреть на этих гибнюков и не верить им. И не верить. И большая проблема у Запада в том, что армия симулякров, армия имитаторов оппозиции оказалась здесь. А настоящих русских оппозиционеров, с которыми я бы хотел бы иметь дело, которые искренне в своих, честны, искренне и верят в идеалы демократии, в отсутствие коррупции, свободу слова, справедливость, независимые суды. Вот этих русских демократов пытаются всячески задвинуть, не услышать, маргинализировать их, чтобы их голоса были не особо слышны. Так что вот такие вот дела у нас, ребята. И все будет Ичкерия. Пойдемте дальше. Так, нормально. Аслан, на форуме все вы трудились. У меня один вопрос. В Европе 300 тысяч чеченцев. Каким образом они попали туда? Разве не как беженцы от существующего режима в Чечне? Почему же они не выходят тут? Этот вопрос открыт для обсуждения.
Так, Аслан, давайте посмотрим. Так, Хамза Гила. Аслан, задавая россиянцу тупиковый вопрос. С какой целью засекречены Путлером на 75 взрывы домов? Да, я его уже задавал, Амзат, у себя на канале, но и, по-моему, где-то у себя в чат-рулетке я тоже задавал этот вопрос. Да не знают они. Кто реально может ответить на этот вопрос, тот не попадается. А обычно русскому задашь, говорит, ну я откуда знаю, ну это власть, ну что-то там наверху делают там, и так далее. Allah съеду Аллах сам съедят. Так, Чинхо, землеройка, желторотик. Аслан, гудок гибист, он и сам говорил, что у них бывших не бывает. Ну, конечно, абсолютно так. А я не имею желания просто с ними никаких контактов. Даже просто если я подозреваю, я лучше отойду в сторону. Потому что ничего хорошего от террористов ждать не приходится. Витаю вас, друзья, говорит Максим 1. Приветствую, Максим, витаю тебя. Давили, все будет Ичкерия, Давиль, спасибо. Русские революционеры тоже имперцы. Да, именно так, есть огромное количество русских имперцев, с которыми я тоже не согласен. Ичкерия, береги себя, брат. Мы надеемся на тебя, Аслан. Удачи тебе, с уважением, шах. Дересхур, Бруда, ты тоже себя береги. Ты нужен, Ичкерия. Мы с тобой еще повоюем, да. Дал мула, Ичкерия на века, дал мула. Так. Не в Европе 300 тысяч, а в Афганистане, Судане и Сомали. Хватит мухлевать. Не надо было вам туда ехать, говорит, дудаевцы. Почему же, дудаевцы, нам не надо было ехать? Если бы мы не поехали бы, ну сидел бы я тут. Очень хорошая, на самом деле, возможность пользоваться вот YouTube каналом и доносить правду. И если вы видите, нас пригласили, я туда не просился, нас сами пригласили. Это говорит о том, что нас слышат. Нас слышат, и не реагировать, и не замечать нас тоже очень трудно. Поэтому, хоть и как бы не казалось бы, да, 30 тысяч подписчиков всего, там канал на территории России запрещен и так далее. Но когда вы говорите нормальные, адекватные, честные вещи, вас нельзя не услышать. И поэтому нас слышат. Поэтому я думаю, то, что мы делаем, оно нужно. И нужно выходить. И у меня тоже возникла идея не ехать туда. Потому что нам сперва предложили панель, потом отказали, сказали, что тема будет не ичкерийская, там вас там задвинут, там в сторонке, там можно будет чуть-чуть поговорить и так далее. Я сказал Хусейну, может быть, не поедем. Я говорю, вероятно, нас могут использовать русские в качестве статистов, я сказал, раз нас приглашают и нам отказывают. Там есть или имперцы, или за этими, или поляки прорусские, подрусские, или же там есть русские имперцы, которые нас просто задвинут или еще что-нибудь нам выкинут там. На что мне Хусейн сказал, всю ответственность я беру на себя. Давай, короче, по-любому надо ехать, раз нам уже предложили, мы должны поехать. И если что, называйся, представляйся помощником депутата Чеченской Республики Ичкерия. И давай, короче, рубим до конца, идем, сделаем, что сможем. И у него есть любимое выражение, любимое такое высказывание, которое он приводит, когда одни из депутатов литовских, по-моему, ему сказали: чеченцы, когда вас нет, за вас говорят русские. По всей видимости, было бы то же самое, если бы мы туда не поехали. Но, к большому счастью, я послушался Хусейна, я согласился, и мы поехали. И я думаю, лучше о нас услышали. И Саакашвили услышал, и Гойзман, или как его, который премьер-министр Украины бывший, он услышал, и Гордон объяснил, какие мы великие. Поэтому курочка по зернышку клюет, как говорится. Поэтому ничего. Я хочу здесь отметить, что правительство Чеченской Республики Ичкерия, наши старые, другие ветераны, к которым я обращался
ну, ветераны не в смысле военные ветераны, а политические или около ветераны, или около политические ветераны. Никто мне не дал ни одного контакта, с кем можно. Я предлагал и правительству предлагал, дайте мне контакты, какие у вас есть, любые. Я буду выходить на связь, я буду им писать. Мне не дали ни одного контакта. Ни одного. Правительства Ахмеда Закаева, его люди вокруг него, которые есть, с которыми я обращался, не дали мне ни одного контакта, не свели меня ни с одним человеком, не попробовали мне как-то вывести на людей, чтобы я продолжил работать. Наверное, думали, я их с собой себе унесу, и они будут у меня жить в квартире. Поэтому движемся на ощупь, закрытыми глазами, где-то набиваем шишки, где-то ошибаемся. Никто нам не советует, не подсказывает, ну, если не считать Хусейна Исханова, других моих товарищей и людей, которых я даже не знаю, но мне помогают. Им огромнейшая всем благодарность. И если я никогда не узнаю, что вы мне помогли в чем-то, а я знаю, эта помощь ощущается во всем, что я делаю, я уверен, Бог вам воздаст за это, вам и вашим детям. Так что вот такие вот, надо было ехать, и правильно, что поехали, и по возможности будем ездить, куда только у нас получится возможность поехать. Так что как-то так. Как-то так. Так, давайте читать дальше. Ури-ури, нет рапси, нет проблем. Абсолютно согласен. Игорь Удовченко. Слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава, Игорь, приветствую тебя. Так, Адам Грузинский. Аслан, как ты прокомментируешь активность Темишева в соцсетях как представитель Ичкерии? И дальше вопрос. Аслан, как ты смотрел видео Кадырова с бывшим ичкеристом, что скажешь? Харасани. Что я могу сказать? Конечно же, активность Темишева я не видел. Я видел его Темишев, да, его, по-моему, фамилия, где он с Кадыровым, вот они там сидят, подружки все собрались и рассказывают. Давайте я буду честным. Раз я взял на себя вот это неблагодарное дело быть честным, но я знаю, что только правда может быть сильной. Я скажу, что доля правды в тех словах, которые говорили вот эти подружки, там есть. Чтобы меня сейчас не обвинили их адвокатами, я буду пытаться говорить аккуратно, но доля правды в том, что они говорили, была. И это большое сожаление мое по этому поводу. Конечно, было много лжи, много сплетен было, много оскорблений было, как они умеют это делать. Но, конечно же, по большей части это фикция, пустышка, все, что они делали. Но доля правды в том, что они говорили, конечно же, они не могли говорить стопроцентную ложь. Даже Кавказ-центр много-много правды говорит, и там немножко лжи. Здесь было немножко по-другому, была правда, ну и такая пропаганда, ложь и так далее. И очень было смешно, когда Кадыров рассказывает, как он там сделал операцию, как он один прошел среди русских, потом среди боевиков, он там, шайтанов, как он их там называл, говорит. У меня возникает такая мысль, если ты за русских, у тебя есть удостоверение, ты всегда можешь по рации вызвать человека, который тебя прикрывает, да, это не независимый какой-то там чеченский боец, у которого кроме там, я не знаю, 2 сникерса и цинка патронов с собой больше никакой ни связи, ни поддержки нет, и он идет на смерть. А выглядело, когда Кадыров говорил, это так. Конечно же, и удостоверение в кармане, и позвонить кому нужно, и так далее, все это есть. Когда же попадаешь к чеченцам, или чеченское ополчение среди чеченских партизан, или там где-то ты рядом оказываешься среди чеченцев,
Ты чеченец, ты можешь, как Кадырова Рамзана тогда не все знали, немногие видели в лицо. По-чеченски ты говоришь, там, попроси помощи, а если ты одет как воин, то наоборот, некоторые чеченцы тебе помогут, подвезут, денег не возьмут, там, еды дадут и так далее. Поэтому вот эти вещи, конечно, было смешно наблюдать, как он пытается быть героем, да, в историю хочет войти. К большому разочарованию Рамзана Кадырова он, конечно же, никаким героем не будет в истории. Но пока, как говорится, мети, Емеля, твоя неделя, как говорится. Ну, пусть метет. Поэтому ничего больше сказать про этих людей нельзя. Мне очень жаль людей, которые в силу разных обстоятельств оказались в их лапах. Я очень надеюсь, что эти люди, даже если совершили преступление, больше не будут их совершать. Всячески саботируя, увиливая, уходя как-нибудь там. Все, я имею в виду, кто оказался вот в этой матрице путинистов, в которых вогнали. Потому что они такие же чеченцы, как мы, и многие из них было бы хорошо, если бы там не оказались. Это не касается ни Демирханова, ни Кадырова, ни Даудова, ну и одиозных кровавых преступников. Вот такая вот дело. Это большая проблема, с которой нам придется очень-очень долго разбираться. Очень долго. И нашим детям, и внукам еще придется разбираться с этой проблемой, которую сделали Путин, Патрушев, взорвав свои дома, обвинив нас в этом. Так, давайте дальше. А Дуда влетюк, Дудаевцы, ты одного мудака майора Близова знаешь, говорит Дуда влетюк. Да. Из их уст и правда превращается в ложь, Аслан, говорит Хамзат Гилаев. Аслан, Темишев в Страсбурге, он не может быть под русским, или я что-то не понял. Темишев вроде правду говорит и о себе, и об своем двоюродном брате Удугове. Мне тоже интересно очень твое мнение. А я перепутал, Бейбас, я перепутал Темишева с Ампукаевым, который там был. Как раз вот два ваших вопроса было вместе. И я думал, ты говоришь о нем. Я не слежу за этим Темишевым. Темишев уже там на Дудаева что-то гнал и что-то говорил. И эти люди, которые имеют много информации, старые, они опытные, свидетели многих событий, но не делают даже того, что вот мы делаем здесь, пытаясь донести, не имея как в черной комнате на ощупь пытаясь идти, не делают. Это уже о многом говорит. И о правительстве Ичкерии говорит, и о Темишеве говорит, и о других лицах, которые ничего не делают и пытаются вот попробовать в тени находиться. Здесь у нас очень много Оман-Си ребят, которые есть. Например, Оман-Си, кто имеет награду «Честь нации», они вообще не имеют права находиться в стороне. Потому что я не призываю никого сейчас выйти и пожертвовать своими жизнями, но у вас есть огромное количество информации, у вас много чего есть, поэтому я прошу, хоть как-то выкидывайте эту информацию. Или на местах хотя бы, что вы видели, запишите на аудио, желательно на видео. Делайте эти часовые записи поэтапно. В январе 95-го, в декабре 94-го. И вот так. Все, что вы видели, все события, все встречи, все боестолкновения, все военные преступления русских фашистов. Все, что вы помните, видите, я вас прошу, сохраняйте. Вы не вечны, мы все не вечны. И вы уйдете, а это не ваше, это наше, это всего нашего народа история. Вы стали уникальными свидетелями тех событий, которые многовековое государство, вот, Ичкерия, которое устанавливалось, и вы одни из тех, которые были свидетелями, которые вложили свой пот, кровь, усилия, труд, жизни своих родственников, и вы не имеете права это в себе унести на тот свет.
И так у нас слишком много унесено на тот свет, поэтому записывайте видео, на флешке сохраняйте и передавайте своим родственникам, чтобы после хотя бы вашей гибели или как-нибудь, чтобы это сохранялось после смерти и так далее. Поэтому Темишев, о котором ты говоришь, двоюродный брат Тудуга, я не знаю этого Темишева, я знаю, что ничего полезного Ичкерии этот Темишев не приносит. Так, Ичкерия Forever. Я посмотрел их сколько мог, и мне стало их жалко. Жалкие, говорят, зашифровано, боясь собственной тени. Понятно, что не каждый готов жертвовать собой, но и не каждый готов реально войти в роль пса. Да, именно так. Магомед Хамбиев имел дерзость говорить, что моя Ичкерия, там, раз, и такие вещи, я так думаю, что-то не то. Парни, короче, уже выступают в роли вот этой Ичкерии, уже такие вещи, которые они раньше не говорили. Тоже было интересно наблюдать, что это их так потянуло, что вот теперь они представляют Ичкерию. Нет, они Ичкерию, конечно, не представляют, но было интересно, конечно, наблюдать. Так. Так, действительно, почему позволил Амнуэлю кричать на себя, по роже надо было? Магиканин, да вот как раз мне тебя не хватало. Видишь, меня там накричали на меня, там меня загнали в угол, от тебя нет. Ну вот ты сидишь, советы даешь. В следующий раз бери с собой кастеты на обе руки и давай будешь вместе, будешь прикрывать меня. Сразу кто слово будешь ему челюсть сводить. А так, если по-серьезному, то на меня никто не кричал, и по роже бить это не те методы, которые я применяю. У меня другой метод. И он намного более действенный, чем глупо дать кому-то по морде. Кукареку Петянов. Кафыров предатель Чечни и чеченского народа. Он убивает чеченцев ради Путина и русского народа. Именно так. Фриман антипутинизм отвечает на вопрос, который мне задавали про Темишева, что Темишев это прихвостень, говорит Фриман антипутинизм гибнявых. Адам Грузинский. Помните, 4 декабря, по-моему, бойцы сопротивления захватили ЧКДРК. И нам показывали, как Кадыров отложил все дела, сел на самолет и перелетел в Чечню. Так вот, за день до этого академик был дома, и на самом деле он удирал. Может быть. Да, это не мне. Аслан, ты больше всего против Путина и ФСБ, а про нынешние жестокие унижения в Чечне очень мало говоришь. Абсолютно наглая ложь, Харасан. Абсолютная наглая ложь. Единственная проблема, что я не могу постоянно каждый чих, как вот эти, которых ты сейчас подразумеваешь, которые много говорят про Кадырова, каждый чих их озвучивать, делать про них видео. Я не знаю сколько. Вот я говорю обо всем. Я говорю даже о международной политике, я говорю об Афганистане, о Сирии. Когда что-то происходит, читаю, смотрю и пытаюсь как-то разобраться и рассказать об этом. Так вот, у меня темы заканчиваются. Я не знаю, что уже говорить иногда бывает. Так, я не знаю, откуда столько информации можно говорить Кадыров. И Кадыров царильчам, кидицу мадочу, дальше. Поэтому я не мало говорю. Я говорю именно столько, сколько они заслуживают. А главный враг это имперская фашистская Россия во главе ее политиканов и банда ФСБ и ГРУ, военщина русская.
Вот это главные враги чеченского народа. А то, что кто-то там им прислуживает и так далее, и ты говоришь, что я про нынешний жестокий очень мало говорю, я тебе могу сказать, что именно из-за того, что мало, но верно была проделана нами работа, хоть я считаю себя к этому причастным, и ответственность готов разделить с Гизм Ахмаевым, хочу сказать, что убийства в Чеченской Республике прекратились, а от болтовни, которую говорят, делается только пиар. Вот этих блогеров, вот этого Тумсу Абдурахманова, мысли ислама, там и еще вот много их появляется, которые их поддерживают и так далее. Так вот, скажите мне, почему эти люди до сих пор так себя ведут и не говорят о главной причине? Они вас считают за идиотов, понимаете? Они вас, которые постоянно, и вот этот Адат тоже начал говорить только про Кадыркины. Они вас считают за идиотов. Это хорошо? Я не считаю, что это хорошо. И есть вот такая тема, когда у вас есть 100 тысяч подписчиков на канале, вам YouTube дарит кнопку, такая штучка, не знаю, железная, металлическая какая-то, и YouTube значок на ней. Серебряная кнопка, по-моему, она называется. Это если у вас 100 тысяч подписчиков. Так вот, у Тузика, агента, провокатора, прослушивавших наших раньше бойцов Тумсу Абдурахманова, нет этой кнопки. У него больше 300 тысяч подписчиков, нет этой кнопки. Знаете почему? Потому что накрученный искусственно подписчикам, YouTube все видит и не дает им это. И вы легко можете узнать, откуда идут запросы, кто ему пишет комментарии. Там с Чуйской долины, отдельно взятой Чуйской долины, там у него, это в Google тренде легко проверяется. При желании можете зайти и посмотреть. И также можете посмотреть на мой канал, который никто не раскручивает искусственно и так далее. Поэтому я говорю ровно столько, насколько достаточно, чтобы они не убивали нас в Чечне. Нас в Чечне, чтобы не убивали. Вот мне кажется, этого более чем достаточно. И если тебе кажется, что я мало говорю, ты можешь всегда присоединиться и договорить то, что я не сказал. Да, Аслан, правильно говоришь, на щите исторических событий это наша. Так, я потерял. Это наша история, которую должны знать наши потомки, чтобы не лили на нас грязь. Да, именно так. Так, я перемотаю, друзья. Привет всем, Джон Доу. Привет, Джон. Так, первый президент Чеченской республики Ичкерия Дуди Мусикан Джоухар дал развод Обалдуэль Самзат Гилаев. Эмине Аллах. Крыса нашла крысу, и они стали друзьями. Маш так талибы против их. Так, мы знаем одно от этих кремлевских блогеров, Тузик и так далее, большой вред. У них работа залить в уши ложь. Да, именно так. Это большая проблема. Именно поэтому я пытался всячески донести правду и пытаюсь, и говорю, и да, нормальные думающие люди, уже давно поняли. Там осталась мелюзга какая-нибудь мелкая, которая еще не разобралась, да, и просто людям, которым по барабану, там, Кадыров, Ямадаев, Иванов, там, им без разницы. Главное, чтобы что было посмотреть, весело, посмеяться там и так далее, и так далее. Поэтому, у меня возникает другая дилемма. Почему наше правительство, которое про Бартмашу рассказало, про Казбека Айтукаева рассказала, про Удуговщину рассказала, там, Волцунах,
Генеральная прокуратура написала документ, я у себя вывешивал, я думал, это все не фейк, ну как бы это все серьезно. Ничего не говорят про Тумсу Абдурахманова. Они прекрасно видят все это. У них есть информация по этому поводу. Наоборот, когда Ахмеду Закаеву задали вопрос, что вот Аслан говорит, что там Тумсу Абдурахманов агент или что-то такое ему задали, он это назвал шпиономанией. Наверное, Ахмед Закаев много общается среди шпионов, и поэтому у него, наверное, это слово очень часто употребляется. Я не страдал шпиономанией. И вот эти вбросы, которые про меня, правительство Ичкерии и все вот эти люди, которые называли меня ФСБшником, всячески пытались меня очернить, запачкать. У вас ничего не получилось, и да, не получится. Потому что в отличие от многих, мне не нужно ничего, кроме правды. А правду меня можно победить. Правду нельзя победить. И поэтому вас можно победить. Потому что вы не на правде. И этот Кавказ-центр, и вот сейчас этот Близов, который здесь лазит, да, бессовестный, бесстыжий человек, который имеет наглость опять сюда заходить, что-то писать, говорить, что мы от Закаева поехали. Наверное, я должен сейчас отрицать, что я не Закаев. Хотя он прекрасно знает каждый мой стрим. Они штудируют каждое слово, выписывают, цепляются. А вот он так сказал. И давай интерпретировать, что я сказал. Так вот, для Кавказ-центра, это вот Данильбека, там, объясняю, нас Закаев туда не посылал. Не посылал. Так, давайте дальше. Так. Надо создавать силы возмездия, к примеру, Моссад. Ликвидация врагов чеченской нации. Герман Красов. Так. Надо, много что надо. Но это надо встать и делать, Герман. Вот в чем наша проблема. Мы все знаем, как делать. Но никто не делает. Нормально. Аслан, если надо, кому надо набить морду, у нас в Чечне непочатый край. Нет, морду набивать никому не надо. Аслан, Россия шантажирует Европу с поставками газа. Особенно удар понеся на Британию. И не может быть так, что Россия будет ставить условия выдачи чеченцев в обмен на стабильные поставки газа. Но я уверен, что так низко Запад не падет, хотя в принципе то же самое и так происходит. Откровенно так не будет, официально не будет. Да? Но некоторые вещи на уступку шли. 20 лет геноцида, убийства, массовые казни, незаконные фабрикованные дела, незаконные большие сроки людям дают. Отсюда выдают под гарантией России, да? И потом людей убивают. Поэтому в России якобы на спецоперации. Поэтому может быть все что угодно. Но так, чтобы откровенно, я не думаю, что будет. Ну, а так этот процесс периодически нечистые на руку разные политики делают такие вещи. Ичкерия. Allah delsi duela aslan. Deres хуй Ичкерия. Delsi ha duel бруда. Ичкерия. Так. Аслан, зато если бы ты топил за Батиля, у тебя даже из Якутии были бы подписчики. Они у меня и так есть из Якутии. 30 тысяч, ну все честно заработанные, все наши единомышленники, ну может быть там несколько десятков этих врагов. Так, они создают образ Кадырова Так, Адам Грузинский. Они создают образ Кадырова неподконтрольного тирана. Электората Путина, чтобы у быдла не было вопроса, когда начнут зачищать Ахматню. Да, и знаете, есть такая вот тема,
они вот как казаки патрулируют, чеченцы видели, что вот там где-то в Подмосковье, не помню, в Балашихе что ли, или в Подольске, чеченцы патрулируют. Но вот когда-то была настоящая нация казаки. Они были дерзкие, смелые, воевали, там тут, украинские, там другие, третьи, терские, кубанские там, и так далее казаки. Так вот, их всех вырезали. Их вырезали так много, они служили царю России, их вырезали так много, что когда по реке их трупы, их миллионы, сотни тысяч или несколько, или миллион, или два, что ли, их казнили, бросали в Дон, по-моему, реку, если я не ошибаюсь. И могу ошибаться, какая-то эта река была, большая река, которая река дошла до Турции. Вот она дошла до Турции, и Турция выразила на международной арене протест в связи с тем, что вот в ее водах река плывут трупы. Вот что сделали с казаками. И вот нас тоже хотят вот, сделать наподобие. Но я надеюсь, мы выстоим. Мы выстоим и не поддадимся. А вот те казаки или кизяки, как их называют некоторые из чеченцев, которые будут, они просто будут выкинуты из нашего сильного, устойчивого общества. И наше чеченское общество, очистившись, пойдет дальше до Амула. Так. Салам алейкум. Всем приветствую всех, как найти. Ва алейкум салам, как найти. Так. Как найти? Оповещения не было вообще. Да, вот по оповещениям тоже жалуются. Поступает информация, что жалобы не приходят. И из Бурятии Торик. Энты масса. Да, из Бурятии тоже. Леди Маш, ой, леди ой, Маш. Хоть ты как найти, ну все. Обращаюсь как найти, но я думаю, ты тоже обращался, я не увидел. Так, энты масага салам душик. Салам ашваль. Не могу понять, дорогие мои земляки, если мы не восстанем вместе, никто никогда за нас не впряжется. Фриман Антипатин, у вас сложилась хорошая команда, что приведет без сомнения к победе Ичкерии. Да, Фриман, команда отличная, и она не вся, которую вы видите, команда больше, и вы все увидите. Дайте немного времени. Будем работать, еще больше прилагать усилия, и вы увидите хорошие результаты. Да, мола, делик дюхвай, ой, это глядь. Как можно алсам, ой, это гульш, ой, жвап дюрш, ой, мосташкар, ой, цимильно, не. Так, друзья, на этом наш стрим заканчивается, но я вам хочу показать одно видео. Одну минутку, дайте мне. На Boston Dynamics. Как обычно, заканчивая наш стрим, я хочу вам показать роботов, которые спускаются под землю. Это те роботы, с которых мы недавно еще прикалывались, удивлялись их, смеялись с них, как они танцуют и так далее. А теперь речь идет о практическом их применении, что я вам тоже хотел показать. Обязательно это нужно будет вам увидеть. Так, что у нас там с комментариями? Все, заканчиваем тогда. Леди как обычно, да здравствует шариатская Швеция. Так, Батила говорит. Все должны уже, наверное, понимать, что это, конечно же, такой сарказм у Давлетюка и у Маждады, который я не смог побороть, и они продолжали писать.
Поэтому смиримся, раз мы живем в свободном демократическом обществе. Каждый имеет право. Так, всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Итак, и предлагаю посмотреть на работу бостонских инженеров, которые выпускают просто уникальные роботы, которые будут в обязательном порядке скоро заполнять нашу жизнь. Всего самого хорошего. Спасибо за поддержку. Все будет Ичкерия. Адикюэль Машуэль. Kid Creek Mine is an ultra deep mine in northern Ontario in Canada. We mine metal, so copper, zinc, silver, and we're one of the deepest in the world, closest to the center of the earth. We're a large operation with large equipment, large openings like the one behind me here that we need to inspect on a regular basis. So when it comes to this type of mining, the most important control that we have is to create distance. So everything we do here has to be at some kind of distance from hazards. So in this particular case, we're looking at inspection, and inspection is something we have to do every day as part of our job. Typically we have to go to fairly great lengths to do it. So right now that means using very traditional style robots, even wheels on sticks. As primitive as that may sound, that's common in the industry. Tools like this can get us right up and close and personal with the things that we need to see. Currently, when we're trying to get information in these type of locations, we use small tracked robots that we can carry around easily as part of our normal work. And we need to ask a lot of our operators to come through here and clean the areas, clean the floors and so on so that we can get in. And what I've seen with Spot is that it's been able to pass anything that is normally left without any real special care to make it accessible. I actually found out about Spot through some people that I work with down in Sudbury, a group that specializes in technology underground, things like drones and remote exploration. And that's what led us to this point where we are testing Spot underground. I was quite impressed to see how it can handle different types of terrain. We have a fleet of tracked and traditional wheeled robots that we use underground, but there's nothing that compares to the way that Spot steps or moves around objects and loose ground and other types of material. I see a really big advantage when it comes to Spot, and that's the distance and the duration that we can take on with it. So that means that we can put our people very far away from a hazard and we can get in and get the information that we need. When it comes to engineering-driven mining like we do, it's really based on data. It's driven by our ability to get information on a regular basis and turn it around so that we can make good decisions based on that information. So having a tool that can quickly, reliably get into everywhere that we need to get information and bring it back to us is invaluable to our business.